Ну, знаешь, вот, честно говоря, сразу было понятно, что быстро никто ничего не сделает. Слушай, быстро только кошки родятся. Понятно. Вот, ну, казалось бы, чего проще? Надо человека довести из точки А в точку Б максимально безопасно, И этому комфортно. человеку, согласись, абсолютно без разницы. Это легальный перевозчик или нелегальный. Нет, Вот слушай, с этой ну давай точки не зрения упрощать. ничего Нелегалов не надо было поменялось. убрать, надо Не было от них поменялось избавиться. ничего. Это незаконно в любом случае. И что? Автобусы остались те же, водители остались те же, качество перевозок как-то улучшилось? Вопрос не в Что-то конкретных изменилось? автобусах, а в системе, в транспортной Вот то, что системе. систему Ей надо надо менять. И заниматься. вообще в этом транспортной корень системой. вопроса. Надо об этом говорить. Давай поговорим об этом. Ведутся попытки выстроить работу пассажирского транспорта. В этой сфере надо наводить порядок. Общественный транспорт, как в Средневековье, ребенка мыли при рождении и потом, наверное, когда клали в гроб. Но свет в конце тоннеля есть? Да, мы идем просто в другую сторону. Пассажирский транспорт в Уфе критикуют абсолютно все. И сами пассажиры, и сотрудники ГИБДД, и лично руководитель республики. Но за критикой ничего не происходит пока. Пассажирские перевозки по-прежнему, к сожалению, входят в число самых популярных, в кавычках, по жалобам от населения. Как обеспечить нормальное функционирование транспортной системы, сегодня мы с Ириной Моториной и нашими гостями в студии разбираемся в «Честно говоря». Маршрут 51, час пик. Ни кондуктора, ничего. Вот таким видели жители республики наш общественный транспорт еще в середине прошлого года. Гонки за пассажирами с риском для их жизни и здоровья, нарушение всех мыслимых правил и дорожные разборки водителей маршруток с оружием в руках. Казалось бы, волна пассажирского негатива, беспредел нелегальных частных извозчиков и печальная статистика происшествий с автобусами должна была давно стать сигналом для решительных действий властей. Но она так и не решилась пойти дальше периодических заявлений и призывов. В итоге рынок пассажирских перевозок, как и пресловутый кот Васька, продолжал жить сам по себе, не обращая внимания на беспомощные причитания хозяина дома. Общественный транспорт, знаете, как в Средневековье, ребенка мыли при рождении и потом, наверное, когда клали в гроб. Тоже так же у нас моются салоны общественного транспорта, да. То есть, собственно, локтями и своими волосами мы протираем этот салон. Проблем в сфере общественного транспорта в республике нагноилось столько, что было понятно. Пилюлями и уколами не обойтись. Спасти тяжело больного могло только хирургическое вмешательство. Вне закона находилась большая часть регионального рынка пассажирских перевозок, общий объем которого эксперты оценивают примерно 8-10 миллиардов рублей в год. По данным Башкирского управления ФСБ на октябрь 2018 года из 10 тысяч автобусов, выходивших ежедневно на дороги республики, 7 тысяч делали это без законных на то оснований, то есть нелегально. По приезду в Уфу новый руководитель Башкортостана на первом же совещании жестко потребовал навести порядок. А здесь что происходит? У вас тут Техас что-то такое? Тут власть есть вообще, нет? Первым делом с дорог убрали ковбоев, нелегальных перевозчиков. Только в Уфе с улицы ушли 1500 автобусов и сразу несколько популярных маршрутов. Некоторые частные перевозчики с началом рейдов и проверок не выпустили на линию часть своих машин. То ли от греха подальше, то ли решили поиграть в саботаж. Пассажиры снова оказались заложниками ситуации. Возмущались. А мы-то в чем виноваты? К концу прошлого года транспортному блоку уфимской мэрии удалось избавиться от нелегальных перевозчиков. И это правильно и законно. Но получилось, что ушли с городских улиц более 1200 автобусов, а вернулось на законных основаниях не более трети. Некоторые возникавшие проблемы с транспортным сообщением пришлось решать и в режиме ручного управления. Смотрим сюжет. Отсутствие транспорта, отсутствие выехать за пределы нашей Михайловки-Грин в поликлинике, в детские сады, те же самые, за продуктами. То есть мы просто остались отрезаны, так скажем, от мира. Тогда, в октябре, сразу два пригородных маршрута от жилого комплекса Михайловка-Грин в центр Уфы оказались вне закона, а местные жители без автобусов. Башавтотранс обслуживал этот маршрут с большими перебоями. Елизавета, мама особенного ребенка, девушка боялась за дочь из-за давки в автобусе. Стресс мог спровоцировать обострение заболевания. Лиза рассказывает, что в те дни жильцы сплотились, писали, жаловались, кричали о своей проблеме. Но она так и не решалась, пока на происходящее не обратили внимания в администрации главы республики. Сработала система «Инцидент». Есть некоторые вещи, которые решаются без денег, с путем организационных мер. Нужно организовать все.
Для этого нужно подумать, нанять грамотных специалистов, если у вас их нет. Известный уфимский журналист Разиф Абдулин детально изучал тему пассажирских перевозок в Уфе. У него сложилось твердое убеждение, что многое в транспортной системе можно настроить и без огромных капиталовложений, используя даже то, что есть. Достаточно только подойти к делу профессионально и с думой о людях. Ну это же элементарно, на это не надо денег потратить, не надо денег потратить, понимаете? Достаточно научить водителей, воспитать, организовать, убедить, не знаю, что хотите. Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять, говорили мерзнущие на остановках пассажиры в конце прошлого года. Как сейчас обстоят дела, спросили мы у жителей Уфы. Ощутимо, что лучше намного стало. Во-первых, вот мы на 69-м ездим, на 269-м нам только ездить. Очень хорошо транспорт ездит. Изменился график, то есть стал более четким. Промежутки между временем довольно хорошие, приемлемые. Раньше лучше было, чем сейчас. Просто уехать можно было проще и быстрее, чем сейчас, в данный момент. Здесь стоишь по полчаса, по часу. Вчера вот дождик был, да, и вообще транспорта никакого практически не было. Мы, я сколько вот стояла, не могла уехать до центрального рынка отсюда. Я живу в Черниковке, и у нас ходят вот такие газельки. То есть теперь чище, конечно, стало, аккуратнее. Итак, с октября ведутся попытки выстроить работу пассажирского транспорта. Конечно, все понимают, что сразу результата не будет, но все-таки пошел 7-й месяц. Наладить работу общественного транспорта в республике, и особенно в Уфе, было одним из первых значимых требований Радия Хабирова на новом посту. И все согласны с ним, что в этой сфере надо наводить порядок. Чего удалось добиться за прошедшие полгода и что не получается? Давайте поговорим об этом сегодня с нашими гостями. Итак, Сергей Мережко, руководитель Западноуральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Олег Арефьев, руководитель башкирского отделения Ассоциации транспортников России. И Владимир Кобзев, больше известный всем как Кобзон, популярный блогер, автор острых материалов в социальных сетях. Итак, уважаемые гости, Госкомтранс Республики объявил на днях конкурс на эмблему башкирского транспорта. До этого была история с турникетом и с перекраской автобусов выбором цвета. Скажите, пожалуйста, есть какие-то более важные проблемы в транспортной системе республики, чем выбор эмблемы? Ну, конечно, в первую очередь, естественно, нужно, наверное, навести порядок с движением транспортной системы всей в республике, в первую очередь в городе Уфе, ну и, конечно, межмуниципальные перевозки, но еще не забываем, что есть у нас еще перевозки межгородние, как называли раньше, но сейчас это межсубъектовые. Поэтому, конечно, схему движения, расписание движения, своевременность прихода автобуса к остановке, к остановочному комплексу или к автовокзалу – это на сегодняшний день очень важные вопросы, которые пока в стадии решения. Проблем, конечно, выше крыши. То есть первый, вопрос. А вот можно коротко сформулировать, какая основная Коротко, это, проблема? грубо говоря, расчет транспортных потоков пассажирских, адаптация, транспорта под эти пассажирские потоки, адаптация непосредственно вместимости автобусов под эти пассажирские потоки, убрать мелкий транспорт с крупных артерий. То есть это такая масштабная, комплексная работа? Соответственно, потому что какими-то мелкими решениями покраской автобуса это решить сложно. Володь. Занимаются они этой покраской автобуса, да пусть занимаются, да, то есть чем бы дитя не тешилось. Я так думаю, что у них там просто огонь, они не растерялись, что делать. Потому что люди готовы обсуждать. Тема-то животрепещущая. Я же по просмотрам, условно говоря, вижу, что если я начинаю писать про общественный транспорт, то у меня в разы просмотры вырастают. Потому что людям это важно. К сожалению, да, основные ответчики, можно так их назвать, это представители Госкомтранса или Башавтотранса, или транспортный блок городской администрации. Они не откликнулись на наше приглашение в студию, да. сегодня не пришли. Поэтому мы ведем разговор без них. Хотя, конечно, эти вопросы надо обсуждать с ними. Но они, видимо, не хотят выходить из зоны комфорта и отвечать на И хотелось говорить конструктивно, а не Мы уже пытаемся с ними разговаривать, даже когда кино не снимаем. Они просто за все хорошее против всего плохого. Конструктива вы все равно от них не услышите. Поверьте нас. Вот какие-то итоги уже первые можно подвести этой транспортной реформы? Общими усилиями мы оперативно, в общем-то, навели порядок в перевозках в каком плане? В общем-то, убрали нелегальных перевозчиков с рынка, особенно в городе Уфе. Здесь нелегальных перевозчиков на сегодняшний день у нас нет. С точки зрения пассажира, какая разница? Это нелегальный, легальный, он даже не разбирается. Ему важно, чтобы его комфортно довезли, был хороший автобус. В этом плане ничего
не поменялось. Правильно, чтобы его безопасно и комфортно Безопасно и довезли. Вы комфортно. абсолютно Что правильно здесь-то сказали. поменялось? Поэтому, Из точки А в точку да, Б, да. поэтому здесь при легальном полностью процессе перевозки наступают и права, и обязанности и органов местного самоуправления, и Гостранса того же для контроля и проверки вместе с нами. Мы, наверное, все согласны с тем, в том числе и вы, что нелегалов надо было убрать. Нет, здесь вопрос в чем? Дело в том, что вот убрать нелегалов, их никто не убрал, они просто все получили соответствующий пакет Но документов. перешли в все легальный те же самые. статус. Но для пассажира на остановке никакого роли это не играет. Есть у него пакет документов, либо нет пакета документов. Поэтому, в принципе, да, если в взаимоотношениях перевозчиков и государства что-то изменилось, они теперь будут платить налоги, по крайней мере, имитировать по оплату налогов, они теперь их можно посчитать. Для пассажиров просто стало меньше автобусов, и все. Очень большое количество вот именно старых автобусов, которые уже технически были неисправны, были убраны с рынка вообще. Видно, что работа была. Видно, что стали бояться хоть чего-то. Ведь раньше не боялись вообще ничего. Мы никак не затронули вопрос государственного перевозчика Мы сейчас затронем, Башавтотранса. обязательно, Да, и главный государственный перевозчик республики Башавтотранс сегодня переживает далеко не лучшие времена в своей истории. В прошлом году процесс банкротства транспортного предприятия региона остановил лично Ради Хабиров. Как Башавтотранс дошел до жизни такой, наверное, это тема отдельного выпуска. А в некоторых вопросах его сложной судьбы сейчас разбираются правоохранительные органы. А мы коротко расскажем, что сегодня происходит с основным государственным перевозчиком. Смотрим сюжет. Традиционное начало дня каждого водителя Башавтотранса. Старший фельдшер говорит, что изменение цифр на алкометре означает увольнение, а отстранения бывают в основном из-за давления или ОРВИ. Кто-то болеет простудой, а у кого-то неизлечимый недуг. Последние несколько лет выдались тяжелыми для главного перевозчика республики. Башавтотранс прямо за руку вели в могилу, на краю которой удалось остановить только благодаря смене политической власти. Прежняя команда Минземимущества планировала обанкротить предприятие, а для покрытия его искусственно созданных долгов на торги были выставлены объекты и земельные участки в Уфе. Остановите, пожалуйста, это все. Значит, предпримите все необходимые меры, чтобы внимательно разобраться. Я прошу вас все это остановить. Понятно? Азат Калимуллин вспоминает времена своего недолгого руководства Башавтотрансом как страшный сон. В 2018 году его дважды привлекали к уголовной ответственности и пытались на него повесить неподъемные долги. Причиной преследования стала его принципиальная позиция против распродажи активов государственного перевозчика. Однозначно реализация имущества с профильным министерством должно было согласовываться. Да? Я, как курирующий заместитель, просто не согласовал реализацию этого имущества. И поэтому пошел другой уже поток. Да, ну, если вы, Азат Мустафович, не хотите с нами согласовывать, мы с вами будем разговаривать по-другому. А логичное стремление Калимуллина укрепить экономическое положение веренного предприятия не совпадало с планами экономического блока правительства. И его убрали с должности как препятствие. К счастью, реализоваться планом фактической ликвидации Башавтотранса было не суждено. Не успели. Исполняющий обязанности гендиректора Башавтотранса Надир Самиев показывает нам уникальное автотранспортное предприятие, на месте которого уже сегодня мог вырасти очередной элитный жилой комплекс. Сейчас здесь кипит работа по целевому назначению. Силами своих специалистов госперевозчик восстановил 120 автобусов из числа списанных в утиль. Данному автобусу более 10 лет. Мы провели инвентаризацию всего подвижного состава и выбрали те автобусы, которые подлежат восстановлению и дальнейшему эксплуатации. Еще один спасенный от ликвидации объект – сервисный центр Башавтотранса по обслуживанию автобусов большой вместимости. Это единственная в регионе ремонтная площадка также могла уйти с молотка, как якобы ненужная перевозчику. Для того, чтобы Башавтотранс крепко встал на ноги, руководство республики приняло принципиальное решение о выделении ему в общей сложности более 2,5 миллиардов рублей на обновление автопарка. Уже в ближайшее время это закуп 100 автобусов, затем 77, это в 2019 году запланировано, и на 20-й 62 единицы. Годы мучительного удушья не могут пройти незамеченными для госперевозчика. Есть системные проблемы, с решением которых поможет государство. Есть текущие, где надо наводить порядок. Автобус номер 74 не остановился на остановке Гастелло. Я смотрю, это норма, да, для Башавтотранса?
Это правильное решение. Теперь можно не заморачиваться с пополнением транспортной карты, а просто оплачивать кредитной или зарплатной картой. Рейс Октябрьский НАУ, 4.09.2019. В салоне автобуса плюс 31 градус. Я задыхаюсь. Водитель ничего не может сделать. Говорить о том, что таких сообщений в сети великое множество, нельзя, но они пока есть. Башавтотранс уже не тот. Сегодня эта фраза приобрела абсолютно противоположный смысл, нежели еще год назад. Ну, наверное, слухи о смерти Башавтотранса сильно преувеличены. Пациент все-таки еще жив, скорее жив, чем мертв. Но положение действительно очень сложное. И в апреле текущего года в очередной раз не состоялся конкурс на должность генерального директора Башавтотранса. Так что же с ним делать? Давайте это обсудим с нашими гостями. Естественно, то, что сейчас будут приобретаются новые транспортные средства, и он будет более, так сказать, усилен подвижным составом, я думаю, это определенный сдвиг будет. Во-первых, это все-таки государственный перевозчик. Во-вторых, естественно, мы знаем в ходе своих проверочных мероприятий, что это те люди, которые соблюдают от и до практически до транспортное законодательство. То есть у нас вот для населения, вот Башавтотранс, это все вместе, автобусы, все вместе. Башавтотранс это была часть структуры, часть цепи. То есть непосредственно верхняя часть цепи была, значит, в комитете. До комитета это еще, значит, было Министерство строительства и транспорта. Эта структура отвечала за законодательное обеспечение, за лоббирование интересов этой структуры. Значит, потом ее отняли, передали в Госкомтранс функции, там заниматься этим было абсолютно некому. Но дело в том, что дальше Башавтотранс дальше продолжается. Башавтотранс это вообще большая... Это примерно с какого года вот началось вот это вот падение? Не примерно, я точно скажу, в 2010 году, после того, как, значит, у нас пришел господин Хамитов, значит, убрали господина Маматказина из правительства Башавтотранса, и Башавтотранс потихонечку передали в Госкомитет, значит, упразднили из министерства до Госкомитета и передали в Госкомитет по транспорту. И вы считаете, что примерно с этого момента началось неуклонное движение вниз? У него он потерял основной, грубо говоря, свой законодательный управляющий. Но он даже 90-е годы пережил Башавтотранс. 90 совершенно свободно. Почему? Потому что тогда была очень четкая структура управления. Ее абсолютно курировал сам Муртаза Губайдулович. Автобусные перевозки, это было знаково очень. Более того, в 90-е годы попасть, работать в Башавтотранс было очень сложно, потому что там платили зарплату. Нигде не платили, там платили. И вот здесь вот у нас есть, условно говоря, 7 миллиардов в воздухе вертится. Да? 7 миллиардов чего? Денег, рублей русских. Условно говоря, там большой кусман, который вот в данный момент находится в облаке. И из него кто может, тот и тащит. 7 миллиардов это бюджет чего? Вот поясните, пожалуйста. Ну давайте я 50 скажу. И нам, и зрителям. Это чисто условные какие-то деньги. Да. Это бюджет на транспортное обслуживание? Вообще бюджет на транспорт. Или это какой-то коммерческий бюджет? Это вот, переведи на русский язык. Как дело в том, что Володя имеет в виду, что дело в том, что те деньги, которые платят пассажиры, формируются в один финансовый поток, который составляет очень серьезную сумму, и который идет сейчас налом, проходя мимо всех, контролируя фискальные органы. Можно ли сказать, что в целом отрасль и в целом наши пассажирские перевозки страдают от того, что в этой отрасли нет профессионалов? Не стало. Так и есть, да, конечно. Куда Может быть, смысл в том, чтобы постараться вернуть либо старые проверенные кадры, либо где-то искать на стороне новые кадры? Да нет, но есть такие кадры, конечно, есть. В Башкирии, честно говоря, я сейчас с трудом кого-то вспомню, потому что все разъехались. Просто эти кадры не пойдут на конкурс на утверждение должности в Башавтотранс, потому что, во-первых, это расстрельная должность на данный момент. Во многих вопросах сложной судьбы Башавтотранса сейчас разбирается Следственный комитет и другие правоохранительные органы. Дело в том, что человек, который сейчас придет на роль директора, ему-то все это и разгребать по большому счету. Просто возникает ощущение, ну и есть определенные там сведения, да, что Башавтотранс намеренно, специально довели до такого состояния, чтобы воспользоваться имеющимися активами, в том числе и в недвижимости. Я думаю, этим никто не сомневается. В принципе, по большому счету, учитывая понимание, с какой скоростью активы разлетались и с какой скоростью они расходились. Вопрос совсем в другом. Дело в том, что у Башавтотранса на данный момент не только нет активов, которыми он должен управлять, а еще нет никаких абсолютно полномочий. Хорошо, есть смысл какие-то создавать преференции для государственного перевозчика? Он не государственный, у него преференции, знаешь, почему нужны? Потому что, он платит все налоги, раз. А вот эти парни не платят. Я имею в виду преференции при проведении этих конкурсов, тендеров. Так это и есть преференция. Зажмите вот этих парней, и тогда будет преференция. Если вы сейчас этих людей заставите работать по графику,
а не перед БАДом подъезжать. Давайте вот это преференция. То есть, естественно, если грамотно подойти и рассчитать вот те же единые карты, да, платежные, которые сейчас часто звучат на республиканских совещаниях, не нужен, они разрабатываются, делаются. Если это будет все действительно грамотно и удобно для пассажира, которому будет удобнее заплатить этой картой, естественно, будет оплата идти уже по безналичному расчету, и все это будет прозрачно видно. Собственно, мы об этом говорим, что во главе всей этой пирамиды стоят интересы пассажира. Значит, Конечно, и если он по-прежнему жалуется и говорит, что условия не создаются, автобусов не хватает и прочее, значит, что-то не так. Общественный транспорт – это городской проект, который формирует, по сути, весь облик города. Это важнейший элемент жизнеобеспечения мегаполиса. Но ирония судьбы в том, что на сегодня в Уфе пассажирские перевозки на 80% коммерческие. Наш корреспондент взглянул на проблему с точки зрения частных перевозчиков. Предприниматель Фанис Батыров, крупнейший в республике частный перевозчик, показывает свои владения. 100 собственных автобусов малой и средней вместимости и 600 арендованных. Говорит, как официальный оператор коммерческих перевозок сам страдает от нелегальных бомбил. Нелегальных перевозчиков с рынка убрали пассажиры перевозок, за это отдельно спасибо. Любая реформа все равно будет свои изъяны, там какие-то определенные недовольства, что со стороны пассажиров будет, что со стороны перевозчиков. Но это все равно же во благо, во-первых, делается в первую очередь для наших клиентов, это для пассажиров. Над проблемой нелегалов на маршрутах сейчас активно работают башкирские законодатели и правоохранительные органы. Как показали масштабные проверки в конце прошлого года, многие водители выходили на линию по просроченным и даже поддельным маршрутным картам. Сегодня мы сталкиваемся повсеместно с тем, что маршрутные карты, они как-то клонируются. И при этом в судебной практике нету ни одного дела, которое бы дошло до уголовной ответственности за подделку. Сейчас система допуска водителей на маршруты такова. Муниципалитет объявляет конкурс. Участники-операторы пассажирских перевозок выходят с предложениями. Победителю обозначают квоту на количество машин и выдают маршрутные карты сроком на 5 лет. Однако карта не содержит персональных данных транспортного средства и может переходить из рук в руки. Выдается там 10 маршрутных карт по количеству автомобилей. Какие автомобили выходят на линию, как они подготовлены, как их проконтролировать сегодня неизвестно. Вот учитывая ту вакханалию, которая творится, да не только в Уфе, это практически во многих городах Российской Федерации, с несанкционированными перевозками, с маршрутными такси. И поэтому мы предлагаем вот этим законом внести изменения в сами маршрутные карты. С принятием поправок машины всех легальных перевозчиков внесут в единый реестр. Благодаря системам фото-видеофиксации на дорогах будет проще определить нелегала и привлечь его к ответственности. А пока закон на стадии обсуждения, коммерсанты в Уфе продолжают выводить на дороги гораздо больше машин, нежели определено квотой. При этом частники упорно не желают вводить систему безналичного расчета, получая огромный поток неучтенного черного нала. Мы перевозчики, но это является бизнес социально ориентированный, потому что мы же людей перевозим в очень большом количестве. Чтобы понимание было, у нас на сегодняшний день компания в день 200 тысяч человек перевозит. И в заключение сухие цифры статистики. По данным налоговой службы, по итогам 2018 года государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» заплатило налогов, сборов и пений на 660 миллионов рублей. В то время как крупнейший частный перевозчик региона отдал за свою армию автобусов, внимание, всего лишь 6 миллионов рублей налогов. В 100 раз меньше. Это не шутки. Уфимские маршрутки. Ну и завершая нашу беседу, у меня вопрос ко всем. Какими должны быть в идеале пассажирские перевозки в Уфе? И что для этого можно и нужно сделать? Пассажирские перевозки в идеале должны быть самые безопасные, самые качественные, своевременные. Естественно, удобные для граждан, чтобы не идти долгие постановки. Делать ничего не надо велосипед изобретать. Нужно взять уже рабочие схемы, которые существуют во многих городах России, и применить их просто побыстрее воплотить жизнь, потому что пассажиру надо ездить уже сегодня. Дело в том, что, в принципе, я знаю небольшие города, где очень неплохо организована ситуация, даже с существенно меньшим бюджетом, чем в Уфе. Просто весь вопрос упирается в организацию имеющихся возможностей. Как правильно их организовать без огромных бюджетных вливаний? Вопрос упирается в конкретных людей.
Так, ребята, все же на поверхности лежит. Вы же посмотрите, да? То есть город, ну, условно говоря, эти люди должны сказать, мы хотим сделать так, вот у нас такие-то требования. Мы требования к транспорту пишем сами, город. Но чем он круче напишет требования, допустим, к маршрутам, тем меньше, собственно говоря, вот эта вся остальная прослойка, которая любит ездить на Майами, да, тем больше она получит. У меня твердое убеждение, что Башавтотранс должен стать единым заказчиком. То есть не надо проводить... Вот это уже другой вопрос, да. Он должен распределять маршруты, он должен ставить. То есть к нему пришел тот же самый ИП Батыров, и он говорит, я тебя ставлю на таких условиях, на те-то маршруты. Более того, не ИП Батыров должен деньги получать от водителей, что вот гоняться вот так. Но свет в конце тоннеля есть? Свет в конце тоннеля прост. Свет есть, но мы идем в другую сторону. Да, мы идем просто в другую сторону. Спасибо. Итак, уважаемые гости, куда ни кинь, всюду клин, но работать, тем не менее, надо, и людей возить надо. Спасибо всем за честный разговор. Где выход в этой ситуации? Я не вижу абсолютно никакого прямо все мрачно вот у тебя, все да? мрачно. Но система развалилась, людей слушай, нету. во-первых, сегодня был очень налаживать? такой полезный предметный разговор. Все-таки приятно поговорить с профессионалами. Говорили о том, что все развалено, что водить автобусы ключевое, что я некому. сказал сейчас, профессионалами, потому что вот самый главный вывод, который я для себя сделал, что в отрасли катастрофически не хватает профессионалов. Людей. И именно в этом проблема. А те, кто есть, они чем И поэтому занимаются? управление транспортной отрасли само по себе, перевозки сами по себе, а в итоге занимаются вместо реального дела чем? Имитацией бурной деятельности они занимаются. С этим я, кстати, согласна. И тебе слово. Транспортная реформа, которую мы сегодня обсуждали, не просто покупка новых автобусов, перекраска старых или внедрение новой эмблемы. Очевидно, что давно назрела необходимость создания в республике комплексной транспортной системы. Задача такая стоит, она важнейшая. И очевидно, что грамотно решить ее смогут только профессионалы. И также нам очевидно, честно говоря, что эта масштабная задача не только социальная, но и политическая. Смотрите нас на канале БСТ. До свидания и берегите себя и своих близких.